Сегодня Бог обращается к вам. До конца этого месяца я наполню вас неограниченным богатством, здоровьем и процветанием. Нажмите «Нравится» на этом видео, если у вас есть вера в Бога. Я заявляю, что до тех пор, пока вы не будете полностью благословлены, небеса не успокоятся во имя Иисуса. Я повелеваю, чтобы все трудности и невзгоды в вашей жизни были устранены. Вы снова испытаете счастье, обретете исцеление и будете преуспевать в жизни. Эти чудесные вещи произойдут не по вашей собственной силе, а по божественной милости вашего Небесного Отца. Напишите 11 часов 11 минут, если вы доверяете Богу. Бог говорит, что будьте уверены, что следующее благословение удивит вас, потому что Господь слушал ваши молитвы. Поэтому обязательно досмотрите этот ролик до конца, чтобы получить от Бога неожиданные чудеса. Его благость скоро приведет вас в трепет. Всегда помните, что Бог никогда не оставляет без внимания ваши слезы, молитвы или боль. Он видит, слышит и спасет вас. Вы вступаете в новый сезон свободы, процветания, удачи и силы. Так что приготовьтесь получить все эти благословения во имя Иисуса. Напишите «Аминь», чтобы получить благословение. Бог говорит, что сегодня Он обратит вашу боль в силу, а ваши трудности – в возможности. У Него есть удивительный план для вашей жизни, план, который принесет вам процветание, исцеление и избавление от стрессовых ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь. Вы стоите на пороге того, чтобы стать богатым, успешным, счастливым и здоровым. Он выбрал вас, чтобы вы получили эти судьбоносные благословения в течение следующих 12 часов. Приготовьтесь получить чудесные благословения в виде любви, денег и крепкого здоровья. Очень скоро вы получите на свой банковский счет $50 000 из неожиданных и неизвестных источников. Готовы ли вы? Напишите «Да», если вы готовы и если вы верите в христианство. Бог говорит, чтобы вы всегда помнили, что вечный Бог рядом, чтобы защитить и поддержать вас. Он позаботится о ваших врагах и подарит вам невероятный успех, если вы будете верны Ему. Когда наступают трудные времена, не волнуйтесь, потому что Бог ответит на ваши молитвы, и ваши слезы превратятся в слезы радости. Помните, что самые важные отношения у вас могут быть только с Иисусом Христом. Он может исцелить ваше разбитое сердце и утешить ваши самые глубокие раны. Когда Бог решает благословить вас, все складывается в вашу пользу, как бы ни старались другие. Будьте благодарны за то, что у вас уже есть, и будьте открыты для благословений, которые Бог припас для вас по своей милости. Вы получите еще больше. Радуйтесь прекрасным планам Бога на вашу жизнь, будь то крупная победа, счастливый брак или значительный прорыв. Все негативные ситуации будут обращены вспять, и Бог одарит вас благословениями и исцелит ваши раны. Настало время, когда вы можете оправиться от всех трудностей и неудач, с которыми вам пришлось столкнуться. Я здесь, чтобы восстановить все, что враг отнял у вас. Напишите 12 часов 12 минут, чтобы получить его, и поделитесь этим посланием с 5 людьми, которые доверяют Богу. Дорогое дитя,
ты был верен Богу, и Он будет верен тебе. Доверься Ему, и ты увидишь, как Его обещания исполнятся в твоей жизни. Сегодня я посылаю ангелов, чтобы они позаботились о деньгах, которые ты должен, и о счетах, которые ты должен оплатить. Они также защитят вашу семью от бед. Вы не одиноки, и я с вами на каждом шагу. Я здесь, чтобы защитить вас, и вы можете найти безопасность под моими крыльями. Моя верность будет для вас как щит, я буду оберегать вас от бед. Вы можете доверять мне, я проведу вас через трудные времена и буду рядом, когда вы будете нуждаться во мне. Ты очень дорог мне, и я люблю тебя. Помните, что ваши слова имеют большую силу. Как христиане, мы призваны бороться с врагом и его последователями с помощью слова Божьего. Через молитву и произнесение Божьих обетований мы можем разрушить твердыни и одержать победу во имя Иисуса. Так давайте же помолимся вместе, дети мои. Небесный Отец, во имя Иисуса я молюсь за эту новую неделю. Я прихожу к Тебе сегодня с благодарным сердцем и хвалой. Благодарю Тебя за все, что Ты делаешь для меня, и за то, что Ты с любовью заботишься обо мне. Я прошу, чтобы Твоя сверхъестественная благосклонность удовлетворила все мои нужды в соответствии с Твоими обильными благословениями. Напишите 21 час 21 минута в подтверждение. Иисус говорит: «Я хочу сказать тебе, что эта неделя будет неделей больших успехов, добра и изобилия». Поэтому не теряйте надежды, продолжайте молиться и верить в меня, и я найду решение, даже если оно кажется невозможным. Я понимаю, что многие из вас сейчас сталкиваются с трудностями. Возможно, вас беспокоят финансы, здоровье или отношения. Возможно, вас одолевает стресс или боль. Но я хочу, чтобы вы знали, что я здесь для вас. Я могу исцелить, обеспечить и принести мир, если вы доверитесь мне и будете следовать моим указаниям. Ваше путешествие будет наполнено радостью, удивительными переживаниями и прекрасными моментами. Помните, что я рядом с вами, когда вам покажется, что вся надежда потеряна. Возьмите меня за руку, и я укажу вам путь. Сохраняйте спокойствие и знайте, что я, Бог, вместе мы сможем достичь всего. Я благословляю вас и держу близко к своему сердцу. Я осеяю вас своим лицом и буду относиться к вам с любовью. Я поднимаю вас и даю вам мир. Пусть я буду для вас источником силы и утешения. Доверьтесь мне, и я удалю из вашей жизни тревогу, страх, недостаток или боль. Я наполню ваше существование своим миром, любовью, изобилием и благословениями. Просто доверьтесь мне. Итак, дорогое дитя, верь в меня и верь, что я могу сделать гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Напишите 22, если вы верите. Бог говорит: «Сейчас твое время получить от меня обильные благословения». Верьте и ожидайте, что в вашей жизни произойдут удивительные вещи. Я люблю тебя и всегда буду рядом с тобой, когда ты почувствуешь себя потерянным, неуверенным. Приходите ко мне за помощью и мудростью. Я всегда направлю вас в нужное русло.
В ближайшие месяцы вы испытаете благословение в ваших отношениях и на духовном пути. Это мои дары, данные с любовью и целью. Примите и оцените их, ибо они принесут вам радость и удовлетворение. Не беспокойтесь о своих финансах, ибо я обеспечу вас. Доверьтесь мне, и я направлю вас к процветанию и изобилию. Храните веру в своем сердце, зная, что я всегда наблюдаю за вами. Доверьтесь мне, и я направлю вас по пути добра и благодати. В то время как врачи, адвокаты и солдаты могут оказать временную помощь, только я могу дать вечную жизнь. Ищите меня всегда, и я приведу вас к радости и вечному миру. Так что, дети мои, молитесь мне и просите моего руководства и защиты. Я здесь, готовый услышать и ответить на ваш призыв. Храните меня рядом с вашим сердцем, и я буду оберегать вас от бед. Помните, что я всегда с вами, наблюдаю за вами и направляю вас на каждом шагу. Напишите 333, если это то, что вам было нужно. Господь говорит: «Я как любящий Отец, который все видит и понимает твои мысли и желания сердца». Помните, что именно я даю вам силы, мудрость и возможности для достижения успеха. Поэтому, когда вы достигаете успеха, будьте благодарны и признавайте мою роль в вашей жизни. Оставайтесь рядом со мной, и я буду продолжать благословлять вас и вести к вашей цели в жизни. Мои дорогие дети, я хочу, чтобы вы любили тех, кто вам неприятен, и делали добро своим врагам. Это может показаться сложным, но это очень важно, если вы хотите жить счастливой и полноценной жизнью. Проявляя доброту к своим врагам, вы можете заставить их переосмыслить свои поступки и обратиться ко мне. Кроме того, когда вы любите своих врагов, вы отражаете характер Христа и становитесь для меня сильным примером. Дорогие мои дети, сегодня я хочу ободрить вас. Возможно, вы сталкивались с трудностями, неудачами и разочарованиями. Возможно, вы плакали, страдали и задавались вопросом, почему все происходит так, как происходит. Но я хочу, чтобы вы знали, я Бог, который приносит восстановление, искупление и благословение. Я превращу вашу печаль в радость, ваше сокрушение в красоту, а вашу боль в счастье. Я сделаю это открыто, даже в присутствии тех, кто против вас, чтобы вы признали, что я ваш Бог, а вы мои возлюбленные дети. Напишите «да», если вы верите. Иисус говорит: «Верьте, что я обновлю вас и наполню благословениями, превосходящими ваши самые смелые мечты». Ваших самых смелых мечтаний. Ваше будущее будет наполнено добрыми делами, прогрессом и продвижением вперед. Бог восстановит ваше благополучие, отношения и финансы. Дорогие дети, если вы дочитаете это послание до конца, то вы и ваша семья будете благословлены прочным здоровьем, счастьем, финансами и миром. В вашей жизни появляется новая возможность, которую никто не сможет отнять, потому что Бог с вами. Приготовьтесь к большему счастью, улучшению финансового положения, исцелению и изобилию любви и чудес. Доверяете ли вы Божьему плану? Помните, что сегодня ничто не может причинить вам вреда. Ваше здоровье, деньги,
мысли и семья будут процветать во имя Иисуса. Вы станете невероятно процветающими, и деньги будут приходить к вам без усилий, даже не желая этого. Божьи благословения будут изливаться на вас и ваших близких, и вы проживете жизнь, полную изобилия, здоровья, радости и счастья. Пусть Господь благословит и защитит вас. Пусть Его присутствие принесет вам счастье и благосклонность. Тот, кто уделяет тебе внимание, даст тебе мир, дорогое дитя. Помни, что даже когда ты совершаешь ошибки, Бог все равно любит тебя, хочет тебя и поможет тебе. Негатив уйдет из вашей жизни, и деньги потекут к вам. Поверьте мне, когда я говорю, что вы испытаете такое счастье, какого еще никогда не испытывали. Напишите «Аминь» в знак подтверждения. Бог говорит: «Я здесь для того, чтобы улучшить вашу жизнь, принести благословение вам и вашим близким и облегчить вашу боль». Благодаря молитве вы найдете правильный путь, будете общаться с нужными людьми и обретете хорошие возможности. Если вы начнете молиться, то заметите положительные изменения в своей жизни. Бог позаботится о ваших проблемах, поэтому не падайте духом и наблюдайте за Его благостью. Доверяйте Ему всем сердцем и не полагайтесь только на свое понимание. В трудные времена Бог будет направлять вас и укреплять, чтобы вы могли преодолеть трудные испытания. Вскоре перед вами откроется прекрасная возможность, и вы будете наблюдать чудо за чудом, пока все ваши молитвы не будут услышаны. Независимо от ваших прошлых страданий и сомнений, я здесь, чтобы благословить, восстановить и помочь вам, даже перед лицом ваших врагов. Я разрушу все негативные циклы в вашей жизни. Наступает новый сезон свободы, процветания и изобилия. Как ваш Создатель, я буду заботиться о вас до последнего вздоха. Я создал вас по своему образу и подобию и всегда буду рядом, чтобы помочь и спасти вас. Это ваше время возвращения, когда все, что у вас было отнято, будет восстановлено. Приготовьтесь к тому, что на вас обрушится такой поток благословений, какого еще никогда не было. Я обладаю силой, способной превратить ваши частные молитвы в публичные чудеса. Помните, что Бог на вашей стороне, с какими бы трудностями вы ни столкнулись. Напишите «Бог со мной». Знайте, что Бог всегда поддерживает и направляет тех, кто находит в Нем радость. Даже если вы споткнетесь, вы не упадете, потому что Бог рядом, чтобы поддержать вас. Приготовьтесь к увеличению благосостояния, улучшению здоровья и укреплению отношений. Полностью доверьтесь Богу и станьте свидетелем удивительных чудес, происходящих в вашей жизни. Я заявляю, что все негативные влияния будут разрушены, ваше здоровье улучшится, а финансы умножатся на этой неделе. Когда у нас не остается ничего, кроме Бога, мы открываем для себя неожиданные чудеса, которые могут навсегда изменить нашу жизнь. Я здесь, чтобы открыть двери, которые долгое время были закрыты, и вы увидите, как в вашей жизни происходят чудеса. Дорогой ребенок, всегда помни, что ты доверился мне, и тебе не придется в одиночку преодолевать жизненные трудности. Я рядом с тобой и в радости, и в горе. Помни, что каждое утро я благословляю тебя заново.
Не теряйте надежду только из-за плохого дня, а смотрите в завтрашний, зная, что он принесет новые возможности и благословения. Вы готовы к прорыву? Приготовьтесь, потому что я собираюсь удивить вас добром. Я уже приготовил для вас нацию, свободу и продвижение по службе. Вы вступаете в сезон изобилия и любви, где все будет работать в вашу пользу в соответствии с Божьим совершенным временем. Положитесь на Бога, потому что скоро на вас обрушится неожиданная волна возможностей и благословений, которые навсегда изменят вашу жизнь. Напишите «Иисус – Господь». Господь говорит, вместо того, чтобы беспокоиться, обратитесь к Богу с молитвой и благодарностью за свои нужды, признавая Его благословение. Это открывает дверь на небеса и приглашает в вашу жизнь новые чудеса по Его милости. Заявите о своей зависимости от Божьей помощи, полностью доверяя Ему и избегая страхов и сомнений на своем пути. Дорогой Бог, если это соответствует твоему плану, пожалуйста, войди в мой дом, забрав мои заботы и проблемы к себе, присмотри и исцели мою семью. Завтра произойдет нечто неожиданное, что заменит вашу печаль, депрессию и финансовые трудности на надежду, радость и изобилие. Бог не только приведет вас к вашей судьбе, но и покажет другим, что Он на вашей стороне. Бог освобождает вас от всех тягот, которые вас тяготили. Он преобразует вас от боли, борьбы и нехватки к исцелению, легкости и изобилию. Благодаря молитве вы будете направляться в нужное место, встречать нужных людей и находить нужные возможности. Начните молиться и ощутите победу в своей жизни. Бог разрушает все негативные циклы, которые сдерживали вас. Вас ожидает нечто необыкновенное, будь то идеальная работа, спутник жизни или прорыв, превосходящий ваше воображение. Как учит Библия, верная любовь Господа никогда не иссякает, Его милости никогда не прекращаются, Его верность велика, и Его сострадание обновляется каждое утро. Напишите 1010, чтобы стать его обладателем. Дорогой ребенок, твоя жизнь скоро наполнится удивительными сюрпризами. В течение следующих 3 дней ты переживешь удивительные события и совершишь великие прорывы. Счастье, любовь и мир будут окружать вас, когда вы вступите в новый этап изобилия благодаря благости Божьей. В 2023 году в вашей жизни произойдет значительный позитивный поворот, который принесет финансовую стабильность и настоящую любовь, которую вы так долго искали. Вы станете тем, кто принесет здоровье, богатство и процветание в вашу семью. Вы станете сильнее в своих слабых местах, преодолеете все болезни и восстановите мир и любовь, которые, возможно, угасли в вас. Давайте помолимся вместе. Бог провозгласил, чтобы вы не беспокоились и уповали на Него. У вас есть вера в то, что Он никогда не разочарует вас и исполнит все обещания, которые Он вложил в ваше сердце. Пусть Он всегда получает вашу хвалу, Господь. Вы сталкиваетесь с трудностями на работе и ищете Его руководство, Господи. Вы верите, что Он знает правильное время для всего. Вы не хотите двигаться туда, к чему не готовы или не подготовлены. Вы верите, что путь, который Он для вас выбрал,
это для вашего блага и для Его славы. Сосредоточение на поклонении может помочь вам пережить трудные времена, поскольку вы переключите свое внимание с проблемы на Иисуса Христа, который может ее решить. Он устранил разрыв между Богом и человечеством. Иисус пришел в этот мир как Божий посланник, чтобы научить нас любви и прощению, а также показать, как обрести вечную жизнь. Он жил среди нас, говорил с нами, исцелял нас и любил нас. Несмотря на то, что он родился в скромных условиях, его послание было адресовано всем. Если вы открыто исповедуете, что Иисус – Господь, и имеете в сердце веру в то, что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены. Напишите «Иисус – наш Господь», чтобы подтвердить это. Помните, что Бог обладает невероятной силой. Только Он может превратить хаотичную ситуацию в полезный урок, трудный опыт, в личную историю веры, вызов, в большой успех, а страдающего человека – в победителя. Давайте помолимся об этом. Дорогой Бог, мы признаем Твое святое присутствие и ценим Твою благодать. Помоги нам преодолеть препятствия, мешающие нашему продвижению. Дай нам силу и мудрость, чтобы не отвлекаться от надежды, которую мы имеем во Христе. Христос присутствует. Нажми на кнопку «Мне нравится, дорогое дитя». Дорогой ребенок, сегодня я хочу пролить свет на одну тайну, связанную с некоторыми людьми. Дело не в их внешности, не в том, как они одеваются, и даже не в их статусе или положении в обществе. Она выходит за рамки всего материального. Эта энергия, этот резонанс исходит из их душ, и суть моего сегодняшнего послания сводится к этим необычным людям, которых многие называют избранными. И когда я говорю «избранные», я не имею в виду общество, семью или какой-либо человеческий институт. Как я уже отметил в самом начале, речь идет об избранности Святым Духом. Представьте себе, что дух человека – это мелодия. В то время как многие люди играют свои собственные мелодии, избранные излучают такую глубокую гармонию, что она кажется почти небесной. Это не означает, что они не имеют недостатков и никогда не сталкиваются с трудностями. Они могут быть кем угодно, от сторожа до генерального директора крупной корпорации, от нищих на улице до обитателей роскошных особняков. Однако избранность имеет мало общего с мирским имуществом или положением. Речь идет о Божьем прикосновении, о Его помазании, которое проникает в сущность человека. Эта сущность ярко сияет и может обитать в самом скромном сосуде. В них есть что-то иное, магнетизм, но что именно, определить невозможно. Именно это неописуемое качество отличает их от других. В то время как многих это привлекает, интригует и завораживает, другие, возможно, из-за страха или непонимания, пытаются подавить или отрицать это. Древняя история гласит, что когда человек сталкивается с чем-то непостижимым, он иногда прибегает к скептицизму, критике или даже враждебности. Кажется, что божественное прикосновение к избранным сотрясает сердцевину тех, кто еще не распознал в себе голос Бога. Они видят эту ауру, этот божественный свет, и это их настораживает. Они могут попытаться очернить образ избранных,
запятнать их репутацию или испытать их терпение. Но для таких избранных, как вы, помните, вы – маяк. Даже когда бушуют штормы и разбиваются волны, ваша душа непоколебима. В вас живет не только мудрость, но и доброта. Вы как будто видите мир глазами Христа и чувствуете Его сердцем. Ваш дух источает нежный и приятный аромат, который успокаивает тех, кому посчастливилось Его узнать. Важно, однако, отметить, что хотя Бог, возможно, избрал для кого-то определенный путь или цель, это не умаляет ценности и значимости других. У каждой души своя роль, своя миссия, и Вселенная в своей бесконечной мудрости дарует каждому из вас, мои сыновья и дочери, свой уникальный путь. Поэтому те из вас, кто чувствует этот уникальный магнетизм, это божественное призвание, примите его. Знайте, что хотя путь может быть полон трудностей, свет Бога внутри вас будет вести вас. А те, кто встретит человека с такой аурой, примите его с открытым сердцем, ведь в его присутствии вы наблюдаете частичку божественного на земле. Не забывайте дорожить этими моментами. В великой мозаике жизни каждый кусочек, каким бы маленьким он ни был, играет важную роль в мире. Часто в мире, одержимом внешностью, многие могут быть обмануты поверхностностью. Нередко можно встретить тех, кто одет в самые лучшие одежды, создает фасад соблазна, но внутри не имеет подлинного характера. Однако вы, избранные, отличаетесь от подобных иллюзий. Вы сияете не фальшивой яркостью, а светом, исходящим из глубины души. Представьте себе подсолнух, лепестки которого всегда обращены к солнцу. Подобно этому подсолнуху, ваш дух излучает тепло и свет. И хотя мир порой омрачают тени, ваша сущность остается незапятнанной и всегда стремится к свету истины. Они не являются простым мимолетным удовольствием, подобным укусу сиюминутного морса. Напротив, они воплощают в себе богатство и глубину, которые успокаивают как полноценный обед из 3 блюд. По сути, они являются духовной подпиткой, которую ищут многие. Быть избранным не значит навешивать ярлыки, не значит сводить всех к магнетизму, очарованию, не соответствующему общепринятым стандартам. Вы можете не вписываться в форму того, что принято считать идеальным, и даже переживать сложный период в своей жизни. Однако их внутреннее сияние остается неизменным. Как будто Бог в своей бесконечной мудрости направил на вас божественный свет. Это происходит не потому, что вы безупречны или никогда не совершали ошибок, а как свидетельство милости моего всемогущего Отца. Именно эта божественная благодать, это благословение действительно отличает вас от других. И как это ни парадоксально, чем больше вы получаете этих благословений, тем больше это приводит вас в состояние смирения. Это служит напоминанием о тяжести той мантии, которую они несут. С этим мощным пониманием приходит и большая ответственность. Это древнее изречение особенно верно для вас, более чем для большинства. Вы наделены природной способностью не только привлекать внимание, но и вдохновлять, вести за собой и оказывать влияние. Это не простое совпадение, а замысел Всевышнего. Им доверили этот дар,
потому что есть непоколебимая вера в способность их сердца направить его на благо. В мире, который часто увлекается мимолетными мгновениями и поверхностным очарованием, вы служите маяками того, что является подлинным и глубоким. В то время как многие гонятся за временными проблесками, вы излучаете неприходящий свет, проходя через все жизненные испытания и невзгоды. Помните, вы избраны, и если Бог благоволит к вам, нет силы, способной ослабить ваше сияние. Повторяйте это себе каждый день. Начните прямо сейчас, а еще лучше на ходу. Бог избрал вас в роскошных залах ювелирного магазина, где сверкают бриллианты и блестит золото. Стража бдительно охраняет драгоценные сокровища от бед. Но вы, мои сыновья, мои дочери, гораздо ценнее, чем самый лучший бриллиант или самый редкий драгоценный камень в огромной вселенной творения. Вы – Божий шедевр, Его самое дорогое сокровище. Задумайтесь на минуту, Творец галактик, тот, кто раскрасил ночное небо звездами, считает вас своей драгоценной жемчужиной. В Его глазах вы сияете ярче северного сияния и излучаете больше тепла, чем золотые лучи солнца. Вы не просто очередное творение, вы – отражение любви Творца, воплощение Его божественной благодати. Вы – королевский посол Его милости, призванный излучать божественный свет, куда бы вы ни пошли. Мой Отец создал вас не для того, чтобы вы были подражанием или бледным отражением кого-то другого. Вы несравненны, вы – уникальный шедевр. В каждом из вас, мои сыновья и дочери, заложена особая сущность, врожденное великолепие, которым не обладает никто другой. Поэтому, когда люди смотрят на вас, смущаясь и не в силах по-настоящему расшифровать вашу сущность, знайте, что это необъяснимая природа, дар, неземное качество, которое невозможно повторить и которое даровано Богом. Когда другие пытаются понять вашу сущность, понять, что заставляет вас сиять так ярко, они наталкиваются на очарование, которое не могут до конца постичь. И разве это не великолепно? Быть настолько уникальным творением, чтобы мир восхищался вашим великолепием. Такое великолепие, такая глубина и такая сложность могут быть только делом рук Бога. Ни одна человеческая рука не сможет воссоздать это великолепие, ни один художник не сможет передать глубины вашей души, ибо вы исполнены Святого Духа. Вы – пламя, которое невозможно погасить, свет, который не померкнет. Вы – подпись Бога, написанная на всем вашем существе, симфония благодати, которую невозможно заглушить. Но, плывя по морю жизни, помните, что избранность не означает легкости и постоянных побед. Напротив, избранность часто означает более серьезные испытания и проверки. Вспомним библейского Иова. Это был абсолютно честный человек, но на его долю выпали невообразимые испытания. Иов, несмотря на все страдания и несчастья, не ослабевал в своей вере, даже когда у него отняли все богатство, здоровье, семью. Он твердо держался своего упования на Бога. Его история – это не только свидетельство его стойкости, но и глубокое размышление о Божьем суверенитете и замысле. Тот факт, что Бог позволил сатане испытать Иова, показывает нам, что иногда испытания необходимы.
Однако непоколебимая вера Иова даже среди невыносимых страданий иллюстрирует силу и стойкость избранных Всевышним. В Иакове, глава 1, стихи 2-4 говорится: «Братья мои, почитайте за великую радость, что вы проходите различные испытания, потому что вы знаете, что испытание вашей веры производит постоянство. А настойчивость должна быть полная, чтобы вы были зрелы и совершенны, ни в чем не имели недостатка». Этот стих напоминает нам о том, что испытания и скорби предназначены не для того, чтобы сломить вас, а для того, чтобы сделать из вас человека, обладающего большой силой и непоколебимой верой. Избранные, как Иов, как вы, обладают внутренней силой, стойкостью, проистекающей из их глубокой связи с Божественным. Их трудности, хотя и глубокие, а иногда и душераздирающие, служат только для того, чтобы увеличить их духовную глубину и приблизить к Богу. В долине подчеркните, что даже избранные не свободны от сомнений, страха или боли. Их отличает способность возрождаться из пепла, обновляясь с большей убежденностью в том, что Бог предназначил им жизнь. Речь идет не о том, чтобы жить идеально, а о том, чтобы воплощать в себе дух, который остается непоколебимым, несмотря на несовершенство. Помните, что каждый человек уникален в великом Божьем замысле. Хотя некоторые из них могут быть избраны для выполнения определенных ролей или миссий, это не умаляет ценности пути других людей. Речь идет о том, чтобы распознать Божьи прикосновения в своей жизни и позволить Ему направлять ваш путь. Для избранных пусть ваш свет сияет не как почетный знак, а как маяк для других. Пусть ваша жизнь будет свидетельством безмерной любви и милости Бога. Тех, кто стал свидетелем этих избранных душ, пусть их истории вдохновят, напомнят о безграничных возможностях, которые открываются перед ними, когда вы соединяетесь с Божественным в мире, полном причин и неопределенностей. Избранные стоят как столпы надежды, стойкости и непоколебимой веры. Они напоминают нам, что с Богом все возможно. Пусть их истории укрепят вас, побуждая искать более глубокую связь с Божественным и становиться лучшими версиями самих себя, избранных своим уникальным и особенным путем. Сейчас, возлюбленный сын, возлюбленная дочь, я хотел бы стать вашим проводником в мощной молитве. Повторяйте ее вместе со мной, вслух или мысленно. Господи, мы приходим к Тебе с благодарностью. Даруй нам мудрость видеть за пределами видимости и принимать божественность, присутствующую в каждом взаимодействии, когда мы идем по нашему пути. Пусть нас вдохновляют избранные Тобой люди, и в их стойкости мы находим силы для нашего собственного пути. Господи, в минуты сомнений и смятения напомни нам о сущности тех, кого коснулась Твоя рука, и пусть это направит нас ближе к Тебе. Пусть наши души не поддаются мирским испытаниям и всегда ищут истинный свет Твоего присутствия. Наставь нас ценить неописуемые дары, окружающие нас, и всегда стремиться к тому, чтобы соответствовать Твоей цели. Во имя того, кто направляет нас в этой молитве, Христа Иисуса, Твоего первородного Сына, мы молимся. Аминь. Теперь давайте произнесем молитву «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое,
да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешающим против нас. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Возлюбленный сын, возлюбленная дочь, в нашем совместном путешествии я приглашаю вас присоединиться к этому живому сообществу христиан, разделяющих и поддерживающих друг друга. Ваш голос, ваше понимание, ваш опыт – все это имеет здесь значение. Так что делитесь своими мыслями, общайтесь с общиной и укрепляйтесь в вере и любви. Пусть благословения моего Отца окружают вас, пусть Его бесконечная любовь направляет вас, и пусть Его свет вечно освещает ваш путь. Помните, сын мой, дочь моя, Бог избрал вас, и вы уже победили. Кстати, не зря враг восстал против нашего момента общения. Ведь вы здесь, и вы снова демонстрируете свою силу и свою сосредоточенность в этот момент общения с Высшим. Напишите в комментариях «Слава Богу» и продемонстрируйте свою победу во имя чести и славы моего имени. Слава во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите и дальше получать благословение, не медлите ни секунды. Немедленно нажмите на один из этих видеороликов и получите бесконечные небесные благословения.